Они играют одну из самых главных ролей в жизни республики. Облагораживают ее улицы и проспекты. С каждым днем делая ее все краше и привлекательнее. Как для местных жителей, так и для гостей региона. День и ночь эти люди в зеленых жилетках трудятся во благо своей родины. Заставляют цвести каждый ее уголок. А на данный момент все их силы направлены на то, чтобы подготовить столицу Чечни к празднованию своего 198-го дня рождения. Проводится в данное время работы, посадка граба. Значит, работа идет успешно. Деревья, значит, очень красивые, формированные. Дано указание до 5 октября завершить все работы, все виды работы в зеленстрое. И мы постараемся уложиться, значит, в сроки, качественно поработать. Весь город разбит на 38 участков. На них задействовано около 200 человек, которые занимаются посадкой цветов и деревьев. Цветы у нас, значит, виола сейчас сажается. То, что были цветы, но посаженные летом, они подкормлены, политы и в хорошем состоянии в данное время. Завезено, значит, цветов 81 тысяч виола, тагетис там, петуния, досаживаем, не прижившие были, выпады были, досаживаем. И вот такой процесс у нас идет. Помимо этого готовятся и масштабные цветочные композиции, которые станут своего рода подарком Грозному на именины. Где они разместятся и что будут собой представлять, пока не говорится, поскольку не принято раскрывать сюрпризы раньше времени. Ко дню города готовят и столичные дороги. Проводятся мероприятия по монтажу дорожного покрытия на нескольких улицах. Вызваны они в основном затруднением отвода ливневых стоков. По устранению этой проблемы здесь ведутся работы в 2 смены. Изначально, так как я ранее сказал, значит, исправляется продольный поперечный профиль путем фрезерования поверхности асфальтобетонного покрытия данной фрезой. Значит, потом, значит, частично меняется бордюрный камень, потом уже в последнюю очередь укладывается асфальтобетонная смесь. Здесь работы немножко затянулись из-за того, что, значит, на данном участке очень много, значит, канализационных колодцев, ливнеприемных колодцев. Вот в связи с этим фреза, когда идет и фрезерует поверхность, обязана обходить эти места, потому что, значит, поверхность металлическую она фрезеровать не может и доводить до уровня проезжей части. Монтажные работы проведены и по устранению проблемы, которая в сезон дождей становится традиционно актуальной. Речь идет о скоплении воды в тоннеле на проспекте Кадырова. Специалисты нашли причину этого явления и устранили ее таким образом, чтобы впредь она не доставляла дискомфорта горожанам. Сбрасывать я шел. Коллектор после военных действий, видимо, был поврежден. И перемычка ринатон. 1000 йор коллектор, а перемычка 700 турбер, 1000 йор. И из-за этого 1000 коллектор, он уже пропускаемость воды у него была уже на 40% меньше. И мы сейчас вот убираем эти перемычки. В данный момент это последняя перемычка. И мы думаем, что как мы уберем эти перемычки, сыграет очень большую роль и не будет затапливать наш туннель. Подготовку Грозного к празднованию торжественной даты курирует мэрия города. На неделе Муслим Хучиев проинспектировал центральную площадь столицы, где планируется проведение основных мероприятий. Как у нас сейчас это делается? Все идет по плану, чуть-чуть с опережением стараемся сделать, чтобы если вдруг какие-то... Да. Мэр города поинтересовался ходом работ и качеством их выполнения, при этом отмечая, что мероприятие подобного масштаба проходит в Грозном впервые и необходимо сделать все на высшем уровне. Тепеш, посмотрите, мы слышим. Дежурная керта, спорт керту отурил, дизель 250 керту отурил. Проводка, в случае чего сразу рубите его. Сразу, это сколько времени? Может сразу на дизеле запустить? Дизель под 4 говорили. До наступления долгожданного праздника остаются считанные дни. В активном темпе возводится сцена и зрительный зал, где состоится концерт с участием именитых артистов чеченской эстрады, а также гостей столицы. Приближаемся к середине сборки
всех конструкций. 4 числа у нас после обеда генеральная сдача. Сейчас очень сжатые сроки работы поставлены руководством города. Мы стараемся в них вложиться изо всех сил. Вот. Для этого нам, конечно, предоставляют всевозможную помощь. Вот. Как всегда, справимся. Во многих городах, конечно, мы работаем в России. Там это может быть и Сочи, и Краснодар, и та же самая Москва. Вот. Но самую большую бы, конечно, оценку можно дать, это непосредственно Грозному, Чечне, по одной простой причине, что здесь администрация и руководство республики просто стараются дать, наверное, людям самое зрелищное и масштабное какое-то шоу. То есть не просто сделать, как во многих городах, маленький какой-то концерт, лишь бы поставить галочку. То есть делается здесь по-крупному для того, чтобы людям это понравилось. Агентство «Фиеста» не первый год сотрудничает с Чеченской Республикой. С 2010 года они занимаются организацией и проведением всех значимых массовых мероприятий в регионе. Однако масштаб празднования Дня города впечатляет даже их. Подробности торжества организаторы держат в строжайшем секрете. Однако даже сейчас ясно одно – 5 октября станет поистине грандиозным событием. Не только для жителей чеченской столицы, но и всей республики. Хадижат Гугуева, Руслан Яхяев, Исад Алаев и Дауд Куруев. Новости 7.